И это в исламе, оно имеет особенный статус, особенное положение. Да, тот самый Абдуллах ибн Салям, еврей, иудей, а они ждали прихода Мессии. Люди встречали его, то есть было столпотворение. Посланник Аллаха прибыл, саллиллаху алейхи. И я пришел, чтобы посмотреть вместе с людьми. Когда я увидел его лицо, это дух ислама на самом деле. Субханаллах! А там ведь есть вдова, а там ведь есть сироты. А здесь же я могу, вот брат заболел, могу посетить. Каждому Всевышний открывает по-своему эту дорогу. А некоторым наоборот закрывает. О, посланник Аллаха, научи меня деянию, которое ведет меня в рай. И тогда посланник Аллаха сказал, когда он испугался, его начало трясти, и он начал сомневаться, не сошел ли он с ума от того, что увидел. Она его начала успокаивать. И что она сказала? Внимание, что она сказала? Дорогие верующие, нет предела дверям блага, в которые может постучаться человек. Нет их. Нет предела этим дверям. Их очень много. Нет предела ихсану. А ихсан в прямом значении этого слова творить добро, совершать добро. Который может совершать ихсан. Человек муслим, человек му'мин. Человек, принявший ислам. Человек, познавший сладость веры, пришедший к ихсан. Нет предела этому. А ихсан, как описал его посланник Аллаха, в отдельном хадисе, все вы прекрасно его знаете, настоящий ихсан, искренний ихсан, это поклоняться так, словно ты видишь его, видишь Всевышнего. А если ты не видишь его, то знай, как сказал об этом посланник Аллаха, что он видит тебя. Нет предела ихсану. И хвала Аллаху, который открывает эти двери. И пусть благодарит каждый из нас, если Всевышний открывает ему эти двери. А ведь он открывает эти двери не каждому. Он открывает эти двери тому, кому он желает. А ведь если он не желает, то мы не сможем пожелать этого. «Ма ташауна илля яша Аллах», как сказал об этом Всевышний Аллах в Коране. В глобальном вселенском понимании этого аята выбор есть, его никто не отрицает. Он открывает, лишь он открывает эти блага. Каждому по-своему, еще раз подчеркиваю. Через непреодолимое желание совершить нечто хорошее. Просто сделать добро. Через мысль, которую он внушает своему рабу. А там ведь есть бедные и нуждающиеся. Субханаллах! А там ведь есть вдова. А там ведь есть сироты. А здесь же я могу, вот брат заболел, могу посетить. Я его не видел, он, наверное, заболел, позвонить. Могу посетить его. Каждому Всевышний открывает по-своему эту дорогу. А некоторым, наоборот, закрывает. Кому-то открывая двери рызка. Открывая их. Приумножая его рызк. И внушая ему эти мысли. А кого-то наоборот, как пелена. У него и деньги будут, и возможности будут. Но Аллах не внушит ему. Не внушит ему просто не внушит. Он не задумается об этом. Поэтому, дорогие братья, следует ценить эту милость. Милость намерения о благом. Милость, во-первых, ислама, имана, а потом ихсана. Сегодня же, в преддверии Рамадана, дорогие братья, я бы хотел поговорить об одной из этих дверей. Из множества, на самом деле, этих дверей очень много. А именно, накормить. Накормить голодного, накормить бедняка, накормить нуждающегося. И это в исламе, как мы с вами сейчас поймем, оно имеет особенный статус, особенное положение. Это качество благочестивых людей. Таких людей, о которых Всевышний описывает. И слушайте эти аяты внимательно. Всевышний Аллах описывает этих людей уже в раю. И, иншаллах, это путь в рай.
как об этом мы также упомянем. «Инналь абрара яшрабуна мин кясин кяна мизаджуха кафура». А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфорой. Да, вино в грядущей жизни будет дозволено для верующих. В этом мире оно запрещено. «Айна яшрабу биха ибадуллах». Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями. «Юфуна бин надри». «Ваяхафуна йоуман кяна шарруху мустатира». Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. И внимание, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Они дают пищу беднякам, сиротам, пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. И что они говорят? «Иннама нут'имукум ливаджхи Аллах». Они говорят, мы кормим вас лишь ради лика Аллаха, не хотим от вас ни награды, ни благодарности. «Инна нахафу мир раббина». Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. О верующие, таковы обладатели правой стороны. Люди правой стороны, опять же, как их описывает Всевышний Аллах в своей книге. Ничего лишнего. Лишь то, что сказал Аллах. И лишь то, что говорит посланник Аллаха далее. Итак, Всевышний Аллах, обратите внимание, это Мекканская сура. Мекканская сура. Речь идет о Мекке, о призыве. Призыве людей к вере. Призыве людей к исламу, где не было еще понятия разделения. Это верующие, эти неверующие и тому подобные вещи. Что говорит Всевышний Аллах? Суратуль Балад. «Вама адрака мал акаба». Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа? «Факку ракаба». Это освобождение раба. Да, тогда это был бич того времени. Хвала Аллаху, сейчас этого нет. Хотя с войнами все мы это видим. Военнопленные и все такое. Эта тема на самом деле, она может и открыться и далее. Это освобождение раба. И далее, внимание. «Ау ит'амун фи яумин зи масхаба». Или кормление в голодный день. «Ятиман за макраба». Сироту из числа родственников. «Ау мискинан за матраба». Или приникшего к земле бедняка, то есть от нужды. «Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama». А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение, и заповедали друг другу милосердие. «Уляика асхабуль маймана». Таковы люди правой стороны. Таково описание самого всемогущего в Мекканской суре, еще раз подчеркиваю. А что сказал пророк, мир ему, об этой двери Ихсана? Об этой двери, дорогие братья. Смотрите, этот хадис передал Абдуллах ибн Салям. Да, тот самый Абдуллах ибн Салям, еврей, иудей. А они ждали прихода Мессии, ждали прихода пророка, прихода Мухаммада, на самом деле, который был описан у них в Таурате, в книге. Что он говорит? «Ламма кадима наби, биль Мадина», когда пророк прибыл в Медину, переселился, то есть с Мекки в Медину, «Инджафаля нас кабля», люди встречали его, то есть было столпотворение. «Вакиля», и было сказано, «Кад кадима Расулилlah», посланник Аллаха прибыл, саллиллаху алейхи. Посланник Аллаха, саллиллаху, прибыл трижды. «Фаджиту финнаси ли амбур», еврей на тот момент. И я пришел, чтобы посмотреть вместе с людьми. «Фалямма табайянту ваджхаху», и когда я увидел его лицо, «Арафту анна ваджхаху лейса би ваджхин каззаб». Это у него мысленный диалог, да? Я понял, что это лицо не лгуна, то есть это лицо правдивого человека. «Факана ауаля шейин сами'атуху такаллама». Первое, что я услышал, о чем он сказал, «Энкаль», что он сказал. И, о, внимание, дорогие братья, что он сказал? «Я айюхан нас», о люди, его верующие, о неверующие, о люди, хотя он только прибыл в Медину уже, да? «Афшу салям»,
Это дух ислама на самом деле. Это красота духа ислама на самом деле. Афшу салям, распространяйте приветствие мира. Ва ат'иму та'ам, и кормите людей. Ва силу архам, и поддерживайте родственные связи. Ва саллу биллейли ван насу ниям, молитесь ночью, тогда, когда люди спят. Тадхулу джанната бисалям, и вы войдете в рай с миром. Хадис сахих. Также посланник Аллаха, мир ему, говорит в хадисе, который передал Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах. Однажды некий бедуин пришел к пророку саллаллаху и сказал, и спросил, вернее, обратился с просьбой: «Аллимни амалян юдхилуни аль-джанна». О посланник Аллаха, научи меня деянию, которое ведет меня в рай. И тогда посланник Аллаха сказал: «Лаин аксарта аль-хутбата лакад а'радта аль-мас'аля». Даже если твоя просьба была краткой, твоя речь была краткой, то, что ты просишь, очень широко. То есть ты очень коротко попросил на нечто глобальное. И он сказал: «А'тик ан-насма, ва фак ракаба». И тот удивился, спросил: а разве это не одно и то же? «А'тик насма» – освободи душу. «Ва фак ракаба» – освободи раба. То есть он не понял, о чем речь. Разве это не одно и то же, он спросил. И тогда пророк саллаллаху сказал: «Ля, а'итку насаба ан тафаррада би'итқиха». То есть ан тафаррада би'итқиха. Освободить душу – это когда ты сам лично освободил раба. То есть у тебя есть раб, и ты его освободил. «Ва факку ракаба ан ту'ина фи самани». А освободить раба – это помочь выкупить его. То есть у тебя нет раба, но ты помогаешь ему, чтобы он освободился и так далее. Это в исламе есть, это было заложено, это механизмы и тому подобное. Еще раз подчеркиваю, это бич того времени. Хвала Аллаху, сейчас этого нет. И далее посланник Аллаха саллаллаху говорит: «Уаль минхатуль вакуф». Это в том же самом контексте. Дар в виде верблюдицы, которая обильно дает молоко. Вакуф – это верблюдица. Животное, которое дает обильно молоко. Имеется в виду, ты дал для того, чтобы это молоко, которое приносило, стало выплатой за освобождение раба. И помощь, доброта в отношении родственника несправедливого, то есть в знак поддержания родственных связей, который прерывает родственные связи, но ты тем самым не отвечаешь ему тем же, а наоборот помогаешь. Фаилян тутик вдалика. Его внимание, дорогие братья. Пророк саллаллаху продолжает и говорит: если же ты этого не сможешь, если тебе это не дано, фа'ат'им та'ам. Корми людей. Корми людей. Фа'ат'им аль-джая. Корми голодного. Васки дham'ан. И напои того, кто испытывает жажду. Ва'мур биль ма'руф. Призывай к добру. Ванха аниль мункар. И порицай зло. Файлам тутык вдалик, если этого же ты не сможешь делать. Факуф лисанак. Факуф лисанак ванхан. Факуф лисанак илля мин хайр. Придержи свой язык, ничего не говори, кроме лишь благого. Дать милостыню, дорогие братья. Дать милостыню, пусть это будет даже полфиника, накормив человека, это спасение от огня. На самом деле не важно, сколько вы дадите на этом пути. Важно ваше намерение здесь. И таковым было понимание праведных предшественников. Таковым было понимание сподвижников и сподвижниц, как об этом упоминается в некоторых тафсирах, в контексте толкования аятов Всевышнего. Тот, кто сделает добро, с весом горчичное зерно увидит его, с весом в пылинку увидит его, как упоминается о том, что некогда постучались к Аише, а у нее дома ничего не было. И она сказала: дайте финик. И Джария, которая была рядом с ним, удивилась, сказала: разве это и накормит ее? Она сказала: дай, и привела эти аяты. Поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Он сказал:
«Иттаку нара валяу бишикки тамра». Защитите себя от огня. Хотя бы половина финика. Пусть даже это половина финика. Хадис приводит Бухари, Муслим. Дорогие верующие, кормление людей – это ихсан, имеющий много преимуществ, достоинств. Это лучшее из деяний. Хайруль а'маль, как это передал Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, что некто из людей спросил посланника Аллаха: «Айюль ислями хайр?» Какое проявление ислама лучше? «Каль тут'иму та'ам», когда ты кормишь людей. «Ватакра'у салям аля ман а'рафт ва ман лам та'риф». И произносишь слова приветствия мира тем, кого знаешь, кого не знаешь. Это одно из деяний любимейших для Аллаха. «Ахаббуль а'маль», как сказал посланник Аллаха. «Ахаббуль а'мали илля Аллах». Самое любимое из деяний для Аллаха, одно из любимых. «Сурурун тудхилху аля муслим». Это радость, которую ты даруешь мусульманину. «Ау такшифу анху курба», или избавляешь его от печали. «Ау татруду анху джуан», или избавляешь его от голода, то есть кормишь его. «Ау такди анху дайна», или закрываешь его долг, если он должник. Дорогие братья, тот, кто, а мы говорим сейчас про кормление людей в преддверии Рамадана, что очень важно. Фтару саим. Что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Это деяние имеет великую награду у Аллаха. Он сказал, вернее, это слова Аиши, что Аллах субхану ва тааля взращивает. «Инна Аллаха ля юрабби ля ахадикум ат-тамра вал лукма». То есть то, что мы даем на пути Аллаха, жертвуем, даже финик, то Аллах субхану ва тааля приумножает это. Это величайший богоугодный поступок, приближающий к Аллаху, дорогие братья. Смотрите этот хадис, хадис Кудси от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводится у Муслима. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и далее: «Инна Аллаха азза ва джалля якуль», поистине Аллах всемогущий велик, сказал: «Якулю яум аль-кияма», скажет день воскрешения: «Ябна Адам, о сын Адама, маритту фалян таудни». Я заболел. Всевышний говорит сам о себе, так как он желает. Мы ничего не прибавляем, не убавляем. Мы лишь цитируем достоверный хадис у Муслима, приводится который. «Но ты не навестил меня. Каля я рабби кейф, аудука, ва анта раббуль аламин». И он скажет: «О Господи, как я мог тебя навестить, тогда ты Господь миров». Каля амма алимта, разве ты не знал? Анна абди фуланан мард, что такой-то мой раб заболел. Фалям таудху, а ты не навестил его? Амма алимта аннака лау удтаху лаваджаттани индаху, а разве ты не знал, что если бы ты его навестил, то нашел бы меня у него? И дальше в хадисе сказано: «Ябна Адам, истат'амтука, фалям тут'имни». О сын Адам, я попросил тебя пищи, а ты не накормил меня. «Каля я рабби, ва кейфа ут'имука, ва анта раббуль аламин». Он скажет: «О Господи, как я могу тебя кормить, тогда как ты Господь миров?» И тогда Аллах скажет: «Ама алимта». А разве ты не знал? «Иннаху стат'амака абди», что тебя попросил накормить мой раб такой-то. «Фулян, фалям тут'имху», а ты его не накормил. «Ама алимта», а разве ты не знал? «Аннака лау ат'амтаху лаваджатта залика инди». Если бы ты его накормил, то нашел бы это у меня. То есть награду бы нашел у меня. Понятно, тут аллегория, метафора. Мы лишь цитируем хадис, достоверный хадис. Дорогие братья, помощь чужим людям, абсолютно чужим, нам, незнакомым, это средство получения помощи, защиты от Аллаха. Как это подчеркнула Хадиджа, первая из которых приняла ислам. Верная супруга, верный соратник, посланник Аллаха, когда он был избран, и было ему дано первое откровение, когда он испугался, его начало трясти, и он начал сомневаться, не сошел ли он с ума от того, что увидел. Она его начала успокаивать. И что она сказала? Внимание, что она сказала? Она сказала:
Калля. Нет, такого не может быть. Абшир. Наоборот, возрадуйся. Фаваллахи ла юхзика Аллаху абада. Клянусь Аллахом, Аллах не осрамит тебя, не устыдит тебя. На самом деле такова роль женщины. Воодушевлять своего мужа. Быть парусом, не якорем. И она так ему сказала. А потом сказала: «Валлахи иннака ла тасилу рахим». Клянусь Аллахом, ты поддерживаешь родственные связи. «Ва тастукуль хадис». Твоя речь правдива, ты правдивый. «Ва тахмилуль каль». Помогаешь, если ты видишь, кто-то несет тяжелое, ты помогаешь. «Ва таксибуль ма'дум». Помогаешь, то есть чем-то, чем можешь, средствами тому, кто лишен. «Ва тукрид дайф». Угощаешь гостя своего. То есть ты щедр, благороден. И помогаешь преодолевать превратности судьбы. То есть беды, несчастья, которые постигают человека. Хадис приводит Бухари и Муслим. Поистине в день джума, дорогие братья, есть такой момент, когда Аллах Субхану принимает наши молитвы. И я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении, кого Аллах наставит на истинный путь. Уже никто не собьется с этого пути, а кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Итак, дорогие братья, уже миновала первая декада Шаабана, за которым следует, иншаллах, Рамадан. Аллахумма баллигна Рамадан. Мы уже в предыдущих проповедях привели немало высказываний про Раджаб, Шаабан, Рамадан, про эти 3 месяца, про то, что говорили праведные предшественники об этих месяцах. И на предыдущих хутбах было сказано о некоторых достоинствах Шаабана. Возможно, я повторюсь, но в повторении лишь есть благо для верующих. Дорогие верующие, впереди нас ждет срединная ночь Шаабана, относительно которой есть множество всяких ложных, выдуманных хадисов. Но есть и несколько достоверных хадисов. И на этом я хотел бы сконцентрировать ваше внимание. Итак, первый хадис. Он приводится в сборнике Ибн Маджа. И кроме того, сборники достоверных хадисов Аль-Сильсиля Ас-Сахиха, где посланник Аллаха сказал: Аллах велик, Он и славен, взирает на свои творения в срединную ночь Шаабана и прощает всем, кроме многобожника, илля мушрик и ненавистника, мушахань, того, у кого в груди есть, то есть чувство злости, вражды кому-либо. Второй хадис, он приводится в сборнике Аль-Байхаки, а его достоверность подтверждена в книге Сахих ат-Таргиб ват-Таргиб, и упомянуто, что это сахихун ли-гайри, что этот хадис достоверный благодаря другим хадисам, которые подтверждают этот хадис. Некоторые говорят хасан, приемлемый. Где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: Аллах взирает на свои творения в среднюю ночь Шаабана и прощает верующим, дает отсрочку, юмахель, и дает отсрочку неверующим и оставляет тех, кто другим питает ненависть, хакт, пока они не оставят ее. И третий хадис, он приводится в сборнике Ибн Абу Асима Сунна, и он оценен точно так же, как сахих ли гайрихи, потому что есть другие хадисы, подтверждающие его, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не сходит наш Господь, велик Он и славен, к ближайшему небу в среднюю ночь Шаабана и прощает всех обитателей земли, за исключением многобожника, мушрика и ненавистника, мушахи. То есть один и тот же практически хадис. Есть 5 основных выводов из всего этого. Первый. То, что Всевышний Аллах не сходит в эту ночь на ближайшее небо. Второй. Ни в одном из хадисов не упоминается каких-либо особых видов поклонения в этот день, в эту ночь. Это уже традицией стало в следующие века. Упоминается в истории, что это некоторые табиауны начали делать, а потом люди переняли, впав в крайность и сделав из этого определенное какое-то нечто такое, того, чего нет в сунне. А мы всегда знаем, что религия – это путь середины. Мы не можем ни прибавить, ни убавить. Мы лишь говорим
и делаем то, что говорит Аллах и говорит Его послание. То есть не надо выделять эту ночь особым видом поста. Хотя можно поститься и нужно поститься в светлые дни. Вообще, в принципе, в любой месяц. Да? Светлые дни, аям ат-ташрик, поститься – это сунна. А месяц Шаабан, в принципе, пророк саллаллаху очень часто постился. Он подготавливался. Это преддверие к Рамадану. Упоминается о том, что он чуть ли не практически не весь месяц постился. И тот, кто может поститься, и пусть постится. Но тот, кто не привык поститься, наоборот, пусть не постится. Потому что он может себя изнурить. Изнурить перед Рамаданом. Это как спортсмен, который не очень-то спортсмен, и перед соревнованием что? Начинает усиленно тренироваться. А выйдя на соревнования, а Рамадан это уже соревнование. Он что? Он выдохся, ничего не смог сделать. Третий из хадисов становится известно, сколь широко прощение Аллаха. А ведь Аллах прощающий, милостивый. Четвертый вывод. Всевышний не прощает многобожие. Илля мушахин. И пятый основной вывод, один из основных видов. Ненавистник не получит прощения. И как прекрасна та традиция, которая есть в тюркских исламских народах, когда говорят «акканы элялет». И как прекрасна сунна, о которой многие не знают, да? Что в завершении маджлиса надо говорить «Субханак Аллахума бихамди». То есть делать дуа. О Аллах, пресвятый, мы хвалим Тебя, мы просим прощения у Тебя. Это тоже в том же самом контексте. Всегда что? У нас в быту, в жизни могут быть конфликты. Мы можем обсуждать что-то, спорить и тому подобное. Дискутировать, доказывать друг другу. Но в конце просить у друг друга прощения, чтобы душа оставалась чистой. Это 5 основных выводов. И как сказал посланник Аллаха, отдельно он подчеркнул, в понедельник и четверг открываются двери рая и прощается каждому человеку, который не предает сотоварища Аллаху, не считая двоих, между которыми есть злоба. И Аллах скажет: подождите, пока эти двое не помирятся. Подождите, пока эти двое не помирятся. И также пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этом контексте сказал: к вам пришла болезнь народов, бывших до вас. Это зависть и ненависть. Они подобны лезвию. Я не говорю, что она сбривает волосы. Потому что когда лезвие, первое, что приходит на ум, волосы, избритие волос. Но они сбривают религию. Тахликуддин. Клянусь тем, в руках которого моя душа. Вы не войдете в рай, пока не уверуете, и не уверуете по-настоящему, пока не полюбите друг друга. Дорогие братья, всегда важно понимание духа ислама. Я всегда говорю, дух ислама надо понимать. Буква ислама – это шариат. Так можно, так нельзя. А есть дух ислама. И всегда важно его понимать. Потому что тот, кто понял дух ислама, ему будет легко с буквой ислама. Соблюдать ислам ему будет легко. Так вот, дорогие братья, Шаабан – это прямые двери в Рамадан. Это подготовка к Рамадану. Поэтому пророк, мир ему, так часто постился в Шаабан. Поэтому в хадисах, где идет о достоинстве срединной ночи Шаабана, что идет? Побуждение оставить все конфликты. Для чего? Для того, чтобы Аллах простил. Простил нам. А это все в преддверии Рамадана. А что такое Рамадан? Это тоже состязание, соревнование в том, чтобы Аллах субхану ва тааля очистил наши души, обнулил наши грехи, а каждый из нас грешит днем и ночью. Куллю бна Адам хтаун. Все сыны Адама совершают грехи. Хайру хаттаина таввабун. Но лучшие же те, которые каются. Вот он, дух ислама. Вот он, дух ислама, дорогие братья. Пусть Всевышний Аллах сделает нас теми, кто творит ихсан, кто совершает ихсан. Аллахумма джа'альна мин аль-муслимин аль-му'минин аль-мухсинин. Аллахумма я Рабби я Архамар Рахимин.